Всем приветствую всех. Сегодня 14 мая 2024 года. С вами снова я, Асан Арцуев, ведущий сегодняшней 38-й платформы открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня 14 мая 2024 года, 19 часов, уже 1 минута по Берлину, по центральноевропейскому времени, 20 часов 1 минута по городу Джохару. Сегодняшний наш стрим называется «Политический обзор ситуации в мире», тоже название как нашего прошлого стрима, на чеченском языке, который был. Сейчас ждем Сиаяда, и после этого можем приступить. Прошлый наш стрим в связи с техническими, с кое-какими проблемами мы перенесли на сегодня. И вот сегодня у нас 38-й стрим на платформе открытого диалога. Друзья, я вас всех приветствую еще раз. Так, ждем Аяда. Давайте я ему еще раз отправлю. Потому что... Так, Ассаламу алейкум, Аяд, Машул. Алейкум салам, Машулдар. Удовольствие. Да, сегодня стрим у нас на русском языке. Анонс я сделал. 38-й стрим на платформе открытого диалога. Название тоже, что и было в прошлый раз. Только сегодня на русском языке стрим. Хорошо. Значит, добрый вечер, дорогие друзья. Всех, кто нас слышит и видит, и тех, кто будет участвовать в других телеграм-канале, тиктоке, везде, в общем. Сегодня мы снова обсуждаем вопросы, связанные с политикой, которая, значит, складывается в мире по вопросу российско-украинских отношений, которые вот возбудило все это в мире вот последние в 22 году. А до этого это было еще раньше, когда развалили Советский Союз. Мы имеем сегодня ситуацию, которая многие вот политики западные и наши политики, скажем, бывшего Советского Союза, СНГ, Украины, говорят о том, что же происходит, что будет, какие вот планы строит, скажем, Россия, что будет в будущем, сможем ли мы все вместе, там, скажем, значит, одолеть эту гидру, эту империю, которая вовсю, значит, крутит и заявляет везде, что победа будет за ней, и нет сомнений. Это, конечно, пропагандистские трюки, которые они все откручивают. Поэтому мы знаем, что Украина сегодня будет обеспечена вооружением. Америка, значит, приняла решение, мы знаем об этом, что принято решение о выделении 61 миллиарда долларов. Значит, кругом в мире идет, значит, по Западу идет разговор о том, что Украина не может потерпеть поражение, потому что поражение Украины – это будет поражение всего Запада, всего демократического общества. Мы, представители власти Чеченской Республики Ичкерия в зарубежье, многие годы ведем эту работу именно с этой точки зрения, потому что в нашей Конституции, как и в Конституции демократических государств, записано, что мы суверенное и независимое демократическое правовое государство. На этой основе мы действуем, хотя на Западе, как мы знаем, при помощи России действуют отдельного рода, значит, их агенты влияния,
которые всячески пытаются подменить наше государство, выступить от имени нашего государства, делать заявления. И что удивительно, многие наши люди и даже люди, которым мы это много и достаточно долго с нашей точки объясняем, для них это трудно, значит, понять. Понять трудно, видимо, по нескольким причинам. Во-первых, думают, что если территория Чеченской Республики небольшая, и если чеченский народ сегодня малочислен, то хотелось бы напомнить, что это все народы также развивались, также они творили, как говорится, свою историю. И мы тоже вот в этом направлении действуем и стремимся сохранить, мы аборигены, как говорится, Кавказа, это общеизвестный факт, и мы стремимся сохранить свою нацию, свой народ, и в то же время уважая и другие народы, которые находятся в окружении нас и во всем мире. Вот такая позиция у нашего народа, и нас, конечно, интересует, что же будет, куда вот понесется вот эта общая мировая политика, куда вот это мироздание современное, как оно изменится вот в ходе этой войны, которую развязал Кремль. Сможет ли он, значит, победить наши помыслы, наши справедливые помощь, с нашей помощью в отношении Украины? Что мы можем сделать для этого? Мы думаем, что все наши вот помыслы в том, чтобы дать возможность сегодня Украине победить. Для этого мы, наши люди, наши граждане, наши добровольцы участвуют в Украине, в этих боях. Для этого мы ведем на Западе уже многие годы, ну, скажем, 2000 года мы ведем работу по всей Европе, Америке, к счастью или их несчастью, нам пришлось вот этим вопросом заниматься, в том числе и мне, начиная от всей Европы и Америки. Мы вели эту работу, доказывая незаконности, преступный характер войны развязан и против нашего государства, которое было первое государство объектом нападения на нас. Остальной мир тогда воспринимал это легко, считают, что наша страна, она может как-то вот подождать, что ли. Были такие слухи, разговоры и контакты, в которых говорилось, что ничего, скоро Россия станет демократической, и мы сможем и вам помочь в этом вопросе. Эти разговоры были, кстати, в Америке, где я там был на встрече с некоторыми политиками, которые в Америке всегда были, 2001 год был. И затем это же самое я слышал и в Европе, в Совете Европы, потом в Европарламенте, ну, где мы не бывали, везде. Значит, мы чувствовали, что наша страна, мол, она подождет, есть более глобальные вот задачи. А нам кажется, что это верно, но в то же время эти глобальные задачи, туда ходить должен и чеченский вопрос, потому что наш народ при развале СССР, который развалили сами, значит, русские, сами, я имею в виду власти, для того, чтобы в борьбе между собой, и развалили ее не потому, что они могли бы ее развалить, а лишь только потому, что эта страна пришла к краху, потому что они не могли обеспечить население своей страны, в том числе, конечно, и нашу республику, и питанием, одеждой. В конечном итоге это вылилось в 80-е годы, к концу 80-х годов. Стало понятно, что эта страна несостоятельна сама по себе с той системой власти, которая у них вот была тогда создана. Суть заключалась в том, что необходимо было дать свободу личности, которая была основой для того, чтобы вся, значит, ситуация в стране была под контролем народа. Если свободная личность, она
могла избирать свободно свою власть, она могла свободно, значит, решать вопросы экономические, решать и политические вопросы, участвовать в этом, как это делается на Западе. В то же время надо сказать, что демократия, о которой мы сейчас говорим, нельзя сказать, что это там верх всего решения вопроса. Это процесс, в большей степени это процесс, это направление движения в сторону свободы личности и свободы народов, свободы вероисповедания. То есть в этом направлении мы должны двигаться. Но так как сказал вот премьер Англии, Великобритании Черчилль, сегодня демократия – это тот способ, который не самый лучший, но лучше его нету. И более того, я скажу, что наши предки, наши чеченцы, которые жили еще 4-3 века назад на нашей территории, мы жили в обществе, которое управлялось демократическим обществом. От каждого, скажем, региона или какого-то там района выделялся выборщик по тем временам, сколько надо было. И они это делали, значит, выбирали, то есть парламент, он назывался по-чеченски Мехкем, и они управляли нашей страной тогда. Тогда и мы никогда, наши люди, вот из истории известно, все это управление, мы знаем, это из поколения в поколение, устно передают, и мы знаем. У нас не было никогда ни рабов, ни князей, чем некоторые там народы кичатся и говорят, что у них были, значит, князья, а если были князья, значит, были и рабы. У нас было равное общество, и мы являемся народом, который именно вот в этом направлении жил и созидал, и только и так и пытается и сегодня значит, жить. И как только развалили эту Советский Союз, то мы сразу тогда приняли решение о создании нашего государства, еще будучи в Советском Союзе, все документы приняли, а затем при развале, после развала приняли свою конституцию. Однако, как теперь известно, мы об этом, как говорится, как говорил когда-то Ленин, товарищи, сегодня наступил тот момент, о чем мы говорили всегда. То есть мы, чеченцы, всегда это говорили. И наш президент Жохар Дудаев об этом говорил, и другие президенты, и наши лидеры говорили о том, что эта страна, что это новая Россия, это империя, она идет по пути империи, она, значит, изображает из нашего народа что угодно негативное, она, значит, выпускает каких-то бандюк, извините меня, которые по своей сути бандюки в каждом народе есть, и все, что присуще этим бандитам, эти ярлыки она навешивала на наш народ. Теперь все более и более стало известно, что эта работа, которую ведет сегодня Кремль, еще тогда при развале Советского Союза был заложен этой организацией КГБ, которая потом была преобразована в ФСБ. Но несмотря на это ядро, которое было тогда у них, это у них оставалось, эту работу они вели. Сейчас по всему миру мы видим вот эти шаги, которые происходят, и что делать мы видим. Ну, вот об этом много говорилось, и я скажу вам, что сейчас мы прекрасно вот понимаем, когда вот разные политики Америки, Европы или той же и Украины и другие русские, допустим, если есть такие. Мы тогда еще об этом говорили, и сегодня наша задача именно сейчас вот в первую очередь оказать помощь Украине. Каким образом это будет? В Украине те же проблемы, что были и у нас. Пусть они сегодня в более масштабных, скажем, размерах, но те же проблемы, что и у нас. Есть там люди, которые являются, конечно, агентурой или агентом влияния, они не видны, они, значит, находятся в каждом рядом, или сбоку, или где-то, они как-то
проникшие наши люди, как будто и они где-то вот это все делают и создают такое условие, что мы не понимаем даже, почему мы спорим. Когда-то я многими людьми, которые сегодня, вот мы точно знаем, что они работают в пользу Кремля, мы с ними, я, к примеру, значит, спорил и пытался им доказать что-то. Оказывается, это было бессмысленно им доказывать. Как говорил наш президент, они, оказывается, отрабатывали с тех пор. И сегодня эта работа тоже продолжается здесь, на Западе. И мы призываем, конечно, всех людей, значит, которые демократических сообществ, стран мира, решить вопрос, насколько это возможно, в пользу Украины, потому что решение вопроса в пользу Украины – это решение и в пользу всех остальных, скажем, народов и демократических стран. Но в то же время мы говорим о том, что если не будут решаться одновременно, имеется в виду и решение вопроса Чеченской республики, оккупированной, временно оккупированной территории нашего государства, грузинской территории, Молдовы и, естественно, самой значит, Украины, Белоруссии, то мы как бы окажемся в состоянии, когда эта демократия есть она или нет. Мы должны сразу думать это. Когда мы говорим об этих вещах и хотим, значит, участвовать вместе с украинскими политиками, их правоведами и со всем остальным во всех международных там мероприятиях, доказывать свою линию, обосновывая ее, то, мне кажется, необходимо в этом, значит, сказать всем остальным, и украинцам, и другим, что этот вопрос начат не с Украины только, он начат с момента развала, значит, Советского Союза, и военная экспансия началась в 1994 году, как мы говорим сейчас, я не буду дальше вот распространяться. Если есть вопросы или есть желающие выступить, давайте поговорим. Мы вот, как вы видите, по субботам и вторникам, теперь уже с 19 по европейскому времени будем выступать и говорить. В этом принимает участие наш друг и наш единомышленник Аслан Арцуев. Он вот вносит большой вклад в нашу работу, которая есть информационная работа. Значит, работа – это одна из важнейших этапов на этой, ну, значит, на данном этапе, так скажем. Спасибо. Спасибо, Аят Баркал. Я напоминаю нашим зрителям, вы можете задавать вопросы, непосредственно можете в чат в YouTube написать, или же в Телеграм-канале у нас идет. Сейчас если я включу микрофон, идет в Телеграм-канале, у нас идет стрим, вы можете в любой момент сами непосредственно принять участие. Напоминаю, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ссылку на наш сегодняшний стрим, друзья. Всех, кто вошел, вновь вошедших, я приветствую. Сейчас нас смотрит 161 человек в YouTube и наши все в Telegram, которые. И я приветствую всех, кто вошел. И тут Эд Мамедов задает вопрос. Салам всем свободным людям, салам Аслан, салам Аят. Аят, вы можете объяснить, почему Чечня и чеченский народ не участвовали в приватизации, и народ не получил ваучеры? Баркал. Дело в том, что... Спасибо, это очень важный вопрос. Дело в том, что мы понимали, что при этой ваучеризации, что это было не настоящая ваучеризация, это было ограбление народа, который мы могли бы раздать все наши предприятия, сделать все наши, как говорится, основные такие военные, насколько заводы, фабрики, все раздать, и оно оказалось в руках у, скажем, деятели, которые могли бы это выкупить, это могли бы выкупить в первую очередь российские деятели, так? Ну, может быть, наши, но все они были бы людьми, которые работали бы на Кремль, как и сегодня. Поэтому наша задача была не в том, чтобы раздать это как ваучеризация, как в России.
Мы были не Российской Федерацией. Мы не входили в Российскую Федерацию, Россию. Мы свое государство создали еще в 91 году, объявили о нем и, значит, избрали президента, парламента, указы были соответствующие. А в 92 году в марте мы приняли свою конституцию. А следующий день нас признала и Грузия. А нынешняя Россия, которая ваучеризацией занималась, она начала формироваться только с 31 марта 92 года. Представьте, мы уже завершили, она только тогда начала формироваться, эта Россия. Поэтому мы не входили в эту Россию, и, естественно, мы понимали, что необходимо, значит, не придерживаться той линии, которую преступно себе мы уже тогда знали, вели, это руководство России. Мы уже тогда понимали, что все, что они делают, это не в пользу, скажем, свободы этих народов, которых они тоже Да. под себя подтянули. Вот по этой причине это. Да, Баркал, спасибо. Спасибо, Эд, спасибо, Аяд. Друзья, я еще раз напоминаю, пишите ваши комментарии. Если кто-то хочет высказаться, заходите в Телеграм, высказывайтесь, друзья. Так, к нам Лезгин зашел, Черкес. Друзья, всех приветствую. Алейкум ассалам. Так, ну все. Муса, Авистра Яшчуй? Айса, Бела. Перепутал. Валейкум ассалам. Недавно посмотрел там передачи. Этот Курочкин, они там выпустили одну тему. Бенедикто, такой есть писатель, написал о нас книгу. Ее перевели и так далее. Мало того, он стал депутатом, по-моему, и он проговорил такую мысль. Учитывая, что Россия, когда была война в Чечне, оккупировала территорию Чешской Республики Ичкерия, все государства Европы должны пересмотреть свое решение ввиду того, что Россия оккупант, и признать независимое государство Чеченскую Республику Ичкерия. И самое важное в этом, что я как понял, мысль хорошая. Мало того, что Украина уже сделала первый шаг на мировом уровне. Но как бы там ни было, я сейчас думаю, я тоже сейчас скажу тоже, ты тоже скажешь, они это делают через Европарламент. Что должно решать вопрос? Европарламент или Европарламент отправляет? Признание делать, да, Баркал Айса, признание должны делать, или обычная практика такая, должны признать государство, допустим, Украина, Грузия, балтийские, европейские страны, американские или другие страны должны, вот так должно быть. Когда вот таким образом это делается. А то, что Европарламент не может признать там Совет Европы, эти общественные государственные предприятия, то есть организации, они могут инициировать, содействовать тому. А на самом деле признание должно быть от государства государством. Как Грузия, потом Украина сейчас, которой нужно вопрос тоже еще завершить, потому что идет война. Вот так вот это делается, не иначе. Тоже добавил бы по поводу самого признания, там Организация Объединенных Наций, если принимает, то там проводится сперва, если нет вето, 5. Это не играет роли, Аслан. Они там могут накладывать вето только на решение ООН. А каждое государство в отдельности должно само это решать, они на это вето наклад не могут.
Они же не наложили вето, да? Мгм. Должно быть согласие, все, ну, возражения не должно быть у 5 членов, с правом, вето. Ну, я еще хотел бы, ну, это там нужно смотреть, а я, может, сейчас не совсем точен Да-да-да. в формулировке. Я по поводу вот этого Франческо Бенедетти хотел сказать. Этот человек, является, ну, итальянцем, я с ним общался, знаю его. И этот человек, неплохо осведомлен по поводу нашей ситуации, но почему-то по какой-то странной, по какой-то странной причине все враги Джохара Дудаева, которые оказались предателями пророссийскими, вот этих людей он постоянно давал им слово. И я постоянно, спрашивал его, это тот же был, Саку Суркуйтил Анвар, первый от съезда 90-е годы, который был вторым лицом, что ли, или рядом с Дудаевым постоянно ошивался. Успин Варма, Мамахана, Варизм. Со Сламбеков. Ну, вот эти люди, которые потом перешли на сторону России, вот эти люди, он постоянно я ему объяснял, что он говорил, что Дудаев это диктатор, что у него замашки диктаторские. Я еще тебе задавал, помнишь, вопрос по поводу вот распуска парламента, потому что он мне говорил, что Дудаев превышал полномочия, распустил парламент, и ты мне объяснил, что все-таки распуска не было парламента, там, и так далее, и так далее. У него однобокая была информация, я хочу сказать, хотя я ему объяснял, и не знаю, я так понял, он меня не услышал. Да-да. Я как-то тоже с ним общался, Мгм. с этим, если это он, да. Но у него все, говорит, перепутано что на ногах стало на голове или наоборот. Все перепутано и в пользу этих, людей, которые, значит, работали и принимают документы, так называемые документы, которые не имеют, конечно, никакой силы, он с ними, значит, ведет работу. У меня такое впечатление, что он, в большом заблуждении, как минимум. А с другой стороны, он ведет работу вместе с ним. Они бывали, вот, он и другие там люди, там есть разные фотографии, показывали, Да. где они в Москве с майками, не он, а другие друзья, там майками, Путин и все такое, там по площади красно ходили. Это все вот, признаки, которые мелочи, но признаки той политики, которую они проводят. И, естественно, они пытаются, ну, здесь это, можно говорить, здесь вот, э, они же работают, и Кремль работает, и его агентура работает не просто так. Они оплачивают всю эту работу, все оплачивают. Они здесь, привлекают каких-нибудь людей, которым ту или иную статью написать, или то или иное мероприятие провести, или то это делать. Это могут быть, люди, ну, скажем, европейских стран, это могут быть, люди, которые прибыли оттуда, специально этим занимаются. Как мы видим, их достаточно, и в Украине, и Европе. Мы видим их, все их дела мы видим. И всё, что они делают, направлено на то, чтобы решить вопрос таким образом, что сегодняшняя Россия, империя, чтобы она победила, но во главе их себя. А по большей части им приходится критиковать, там, чтобы показывать себя нормальными, скажем, людьми на Западе. Они пытаются критиковать Путина, но та же самая риторика, та же самая линия, что они, мол, вот возьмите Ходорковскую. Это наша страна, я пойду с автоматом. Мы ее захватили. Откуда он захватил это? Когда? И что это такое? Когда он сидел в этих тюрьмах, мы здесь там разные вещи писали, поддерживали его. Он вышел и начал такие вещи говорить. Вот понимаете, вот такое. То есть они здесь проводят во всем мире эту работу, но здесь вот есть информация, о том, что они эту работу проводят и в Штатах, и в Канаде, и во всей Европе. И агентура работает. И притом она работает так вот,
как спрут, незаметно. Везде они там, значит, то или иное обосновывая, чтобы линия, значит, ту, которую проводит сегодня Крым, она победила. И мы знаем, вот наши, значит, все процессы, которые проходили с 91 года и до сегодняшнего дня, эти люди с тех пор, которые вот занимались этим делом, и сегодня они светятся там или здесь, как колокольчик высвечиваются, и ведут такую двойную игру. И их пока что поддерживают, но это не означает, что они правы. Правы только те, то, что решено на основе решений нашего народа и в соответствии с современным международным правом. Поэтому мы должны вот понимать это, что мы можем, как я сейчас, Бенедетти, кажется, да, он или другой, их много. А они есть и в Германии, во Франции, и в любой стране и такие люди есть, которые эту работу проводят. И притом они это проводят не просто так вот, потому что это кажется правильно. Они, как говорил наш президент, отрабатывают свою, как говорится, кусок хлеба. Вот и все. Баркалая. Получается, то, что надо возглавить определенную группу людей, которые являются оппонентами. Их возглавить или подчинить. Так получается. Если сейчас у нас, ну, грубо скажу, несколько лидеров в разных частях света, то это бизнес. Если они все подчинены легитимности Конституции, то оттуда должна идти вся воля, вся власть и вся будущее, как оно должно состояться. Вот мне кажется, вот эта система, чем больше они становятся, вот те, которые занимаются этой темой, но не занимаются тем, чтобы нам легче было. И получается, мы сейчас остались немного слабыми, что ли. Осталось только одно, то, что мы сейчас занимались, мы закончим, дай Бог. И своим путем пойдем. Надо, как есть, как свеча, которая догорает, как Толстой говорил. Она дает яркую искру. Свет, вот дадим свет этот, и спасем наш народ. Я плохо слышал его, правда, но вопрос, если вопрос, или у него утверждение какое-нибудь. Ну, там больше комментировал. Как вопрос модератора, и сядетели просто прокомментировал. Ага. То, что если надо что-то испортить, как-то чего-то помешать, надо возглавить это. Ну, да. Сколько у нас параллельных этих идет этих рейсов в разные стороны. У нас же есть одно утверждение – легитимность. Остальное все должно подчиняться данной теме. И решаться должно совместно. Баркалайся. Да, трудно не согласиться, конечно же. Но это излюбленная методика российских, ну и вообще не только, наверное, российских спецслужб, создание симулякров, которые просто людей путают. Просто доводят до состояния, когда ты уже не знаешь, где враг, где друг, и в конце концов вот это, ты плюешь на это, не можешь разобраться, и ты отходишь в сторону. И вот этот момент, ради этого это и делается. Чтобы нормальный, адекватный человек, который Богом заложено чувство справедливости и вообще человечности, он отходит в сторону и говорит: я не знаю, кто из них прав, кто не прав. Это излюбление. Дело в том, что идет очень сильная пропаганда, и потом эта пропаганда проводится же, как мы вот сейчас говорили, проводится специально оплачиваемая пропаганда. И есть те, которые отрабатывают эту линию. Но когда они говорят, вот, что черное это белое, или белое это черное, или другое, они это не видят. Это как бы заблудшие люди. Они или заблудшие, или они, значит,
работать против нашего государства или против государств, допустим, Украины и других новых независимых государств, которые стоят на демократических принципах. Вот что важно. Если мы говорим, что сегодня в мире действует вот такое международное право, то они это дело как бы опускают, прячут это, так, и начинают говорить какие-то исторические моменты, вылавливают, вытягивают там, что было 300, 500 лет, там, 1000 лет назад. Потом это все как бы размывается. Но должны все понимать, что с 1948 года, после Второй мировой войны, все, значит, решения, которые сегодня принимаются, существующие, значит, переделом мира, он существует в соответствии с современным международным правом. И только в рамках его может быть создано новое государство, и в рамках его лишь может быть решены какие-то международные вопросы. Несмотря на это, они начинают рассказывать какие-то, ну, скажем, басни, которые, конечно, очень важны, или условия, которые были, допустим, Америка, Соединенные Штаты Америки, вся Америка. Да когда ее начали осваивать? 300 или 400 лет назад. Так что ж теперь возвращаться и эти вопросы все поднимать, и всех европейцев оттуда гнать Европу назад? Или, может быть, значит, то, что было когда-то, еще не было сегодняшней России, а была Киевская Русь, это, может быть, тоже все поднять и все по новой делать? Вот эти вот заблуждающиеся моменты, которые не играют никакие роли, они подстовывают. Как, допустим, они говорят, возродим Горскую республику или Конфедерацию народов Кавказа или еще что-нибудь. Может быть, реально может быть только то, что мы можем сделать в рамках современного международного права. В рамках этого права наш народ в 91 году, 90-м году при, значит, Советском Союзе принимал в соответствии с этим все документы ровно, строго в этом, значит, ключе. И в соответствии с этим мы создали свое государство. Таких государств, как наше по территории, я повторюсь каждый раз, чтобы люди знали, которые таких государств, которые по численности населения и по территории ниже, меньше нашего, 40 государств, которые являются членами Организации Объединенных Наций. Поэтому это не удивительно совершенно, что мы вышли на этот путь, тот путь, который определил, скажем, после Второй мировой войны современное, значит, сообщество государств. Они сами это избрали. Другое дело, что одни этому следуют, а другие пытаются это сломать. Вот вы смотрите, сейчас идет вот этот процесс. Вот в Париже вот был этот господин Си, руководитель Китая, и они здесь принимали достаточно интересные такие вот документы, договорились о том, что значит, будут те или иные экономические выгодные, значит, процессы, значит, документ подписали. Где-то около 30, кажется, если не ошибаюсь, документы подписали, и они заявили, что мы никогда, мол, не помогали России, не помогали. Мы им давали станки, но мы не знали, что отныне не будем давать, не будем им помогать. Вот такие заявления сделал этот руководитель Китая. Это что? Это уже продвижение в пользу всей нашей ситуации. Почему так себя повел Китай? Ну, здесь есть разные к этому точки зрения. Дело в том, что Китай, он начал развиваться таким образом, объединившись или войдя в систему экономического развития западных и демократических государств. И поэтому он стал быстро развиваться и стал второй экономикой мира, как мы знаем. И этот ход Китай, как я понял, и даже комментаторы, политики говорят, для них более важен, чем победа России в Украине. Понимаете? И поэтому они говорят, нет, мы на этом пути не стоим, мы не будем их поддерживать.
Вот такие заявления были здесь сделаны, хотя Китай там обвиняли в том, что они то или иное делают, поддерживают Россию. Они сказали, мы готовы со всеми, значит, искать хорошие отношения. То есть это уже сигнал такой, который нам всем кажется продвижением все же в пользу той линии, которая есть в рамках современного международного права. Китай говорит, что мы не военным путем хотим решать свои вопросы, развиваться и стать, может быть, в будущем в этом процессе и первой экономикой мира. Вот такая вот трансформация в головах, которую нам все время навязывали, говорили, что Китай помогает тому. А вот он приехал, вот такое сделал заявление. Вот такие вещи тоже, думаю, что они полезны. Знать их, и мы должны за этим следить. Vielä ajat. Я закончил, да. Баркал, Муса, var как раз выстрелишь. Муса, пожалуйста, вам слово. Я насчет Ходорковского. Он 2 раза ближе, я слушал в интернете, просто он официально говорит, что Чечня не была никогда независимой. И, в общем, я подумал, что он не знает или не хочет. Он же грамотный вроде. И поэтому, в общем, я его как-то типа ненавижу от того, что уж хоть 10 лет сидел или все равно не понимает, в общем, абсолютно. У нас было и чисто юридически полностью программа была уж с населением было, в общем, референдум и так далее, все. И абсолютно, что или не знал абсолютно, или просто не хочет знать, что референдум был, потом признали Конституцию, издали, уж все. Вроде грамотный, а абсолютно, в общем, говорит противоположное все. Но если, Баркал. если он не знает это, то мы можем ему все это развести по полочкам. Хотя много раз мы об этом говорили, писали, статьи есть. Если не знает, и он в этом ошибался, то, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы вам объясним, как это было и что это было, если он не знает. Вопрос очень простой. Но они же этого не хотят знать как бы. Они просто ведут пропагандистскую работу, как я говорю. Они рассказывают всем тем, которые это не знают. Скажем, 95% населения России это не знает. Почему? Потому что там идет совершенно другая пропаганда, из которого следует, что мы там бандиты, террористы, исламские фундаменталисты, и все эти ярлыки навешаны нам. И этому направлению, в этом направлении есть выпущенный в свет некоторые деятели, которые, зная или не зная, содействуют этой политике Кремля в том, чтобы нас так обзывали или ярлыками навешали в мире. Наша задача это опровергнуть, и мы это полностью опровергли, у нас есть все документы, мы это все направляли во все международные организации, говорили, даже в ноябре прошлого года было заседание в Европарламенте, мы когда там участвовали, и мы там приняли, резолюцию, меморандум приняли, в котором четко и ясно сказано, что чеченский народ создал свое государство, и что на Западе сегодня существует ее легитимная власть в усеченной форме президиум правительства Чарии. Кстати, Муса, ты тоже там участвовал, это слышал и видел. Даша такая считает. Почему Ходорковский и другие это не знают? Не знают, потому что у них другая задача. А наша задача не подчиняться таким отшельникам, которые ведут какие-то свои интересные игры. Оля, Муса, есть что сказать? Я по интернету смотрел, он выступает, и каждое слово я следил, что он скажет. Поэтому, в общем, просто
Мне показалось, как будто он абсолютно не знает. Да. Хотя он, может, и знает, не хочет. Так я думаю. Да, я думаю, он знает, вот чисто мое мнение как общественника, могу сказать, что, конечно, я уверен, он знает, этот человек озолотился на Первой русско-чеченской войне, этот человек и по старой КГБшной традиции, у КГБшников принято, если наезжать на кавказцев, то это ни в коем случае не должны делать русские. Или же, если хвалят русских, то это не должны тоже делать русские, это должны делать кавказцы. Об этом еще Абдурахман Авторханов писал. И вот сейчас Да. есть такой якобы у них армянин, вот этот Асланян, или как его там, абсолютно такой чисто имперский такой холоп, который открыто просто фашистующие речи, якобы ссылаясь на то, что он имеет в виду, что русские все так думают, высказывает свое мнение, ну такой хитрый прием, такой пропагандистский. Не он нас называет какие-то врагами русских, там ненавистных, непонятных, чурки он не говорит, но приблизительно такие вещи говорит, но как будто это мнение русских и России, он говорит. Причем не стесняясь, эти фашисты уже на настоящем времени начали, вот этот Асланян начал говорить, и слава богу, его ведущий, правда, очень корректно, но все-таки прервал и заткнул этого фашиста-русиста. Вот такие вот, я хочу сказать, что вот они армяна бросают вперед, армянина бросают вперед, который такой же, как Миляриза, ведущая их передач, Симонян, там такая же русская или какой-нибудь там. Это жена, кажется, его. Нет, это не его жена. Нет, жена другой там, у нее Симонян другой. Но я хочу сказать, что вот эти армяне, они нисколько не армяне, как и Кадыров, не чеченец. Но они топят за русских, ну не русские говорят. Это все говорит Ходорковский, его вот эта вся вот эта тема. Они все лютой ненавистью нас не только ненавидят, это у них патологически, они еще, знаете, испытывают страх за то, что они нанесли нам страшные беды, и они очень боятся, они нас, чеченцев, считают очень мстительными, и этот Невзоров, еще один мерзавец и преступник, которого приютила, так сказать, борющаяся за свободу Украина, к большому сожалению. И вот этот Невзоров открыто сказал, что, ну, когда говорил вот про Аяда, про наш президиум правительства, вот он сказал, что сторонники Дудаева выжили, значит, все это время он этого не видел, якобы получается, что это сохранилось, и они очень мстительные, как же он сказал, ну что-то такое, очень слово мстительные, я помню. И они этого боятся. И Ходорковский боится, на котором и его подельниках, как сообщает там средства массовой информации, трупа вешать некуда. Ходорковскому повезло, он просто не попал под статью именно вот за убийство. В России, я жил в России, я знаю людей, которые знали людей, которых убили Ходорковский в Тамбове, например, мужа, жену казнили. Ну, вот такие вот люди, которые, мне кажется, что бы мы ни делали, они не будут нам не то, что не друзьями, союзниками, они даже не будут никогда даже нейтральными по отношению к нам. Они будут лютые, но это мое мнение, как общественника, как правозащитника. Это ни к президиуму, ни к кому-либо отношения не имеет, мое мнение. Так. Аслан, я скажу два слова, если можно. Да, пожалуйста. Значит, то, что делается, скажем, в Украине, про этого корреспондента, Невзорова. ну, я знаю, про него или другое, там это, естественно, потому что там тоже идет борьба такая. Это, конечно, не политики всей Украины, не украинского народа. Украинский народ борется, как видишь, гибнут, убивают их. А здесь вот получается так, что вот есть вот такие вот ходы. Я вот думаю, что если бы этот Невзоров вот так вот себя вот ведет, и теперь он как бы перекрасился,
Если бы он открыто признал бы свои ошибки, еще можно было бы что-то говорить. Он же не признает этого. Он не говорит этого. Те, кто не признает свои ошибки, после этого даже уже надо думать, насколько он это лукавит или нет, а он не признавая, теперь это говорит. Значит, это говорит о том, что и в Украине, и в других странах есть вот такие вот движущие силы, которые подчинены той власти, которая сегодня сидит в Кремле. И он может быть один из тех, который эту работу проводит. Когда нас убивали, он тогда говорил другие вещи про отрезанные уши чеченцев, про это. Мы это все помним. Но хорошо, это прошло. Пожалуйста, если вы там, или ты изменился, и ты считаешь, что это неправильно, так признай свои ошибки, что тогда ты неправильно это ввел. Помогай нам, допустим, чеченцам, которые мы не выжили, мы есть и будем всегда, потому что наша борьба за деоккупацию нашей страны, она не прекратилась, она идет. И вот Украина признала нас. В то же время, хотя он так и говорит, Украина признала, что наша территория незаконно оккупирована, и осудила геноцид чеченского народа, в отличие от того, что говорит этот деятель, так скажем. Не буду его называть. В общем, вот такая ситуация. Здесь это сложно думать. Сегодня Украина борется, и мы должны Украину, конечно, как и ты говоришь, поддерживать, и по большому счету считать, что мы поддерживаем народ и ее власть. Власть может и где-то не всегда верно принимает решения, но в то же время направление борьбы этой страны, этого государства верно в целом. Я думаю, ты согласен со мной, Аслан, тоже, Полностью, да? Да, вот так вот это все. Спасибо. Спасибо за дополнение, Аят Баркал. Так, здесь были комментарии, чуть-чуть мы ушли вниз в чате. Сейчас я найду эти комментарии. Ну, здесь вопрос от Эда такой же, ну, немножко риторический. Аят, почему некоторые журналисты не отвечают мне на этот вопрос про приватизацию, он говорит. Такие, как там Шевченко, там Тузики разные, всякие Гордоны и там так далее. Ну, я ответил, почему не отвечает. Они прорусские, они хоть с пены у рта хвалят иногда чеченцев, или это говорят. На самом деле, по большому счету, они прорусские. Да. Я вот свидетель тому, еще когда в 2001, кажется, это год, дату сейчас не помню, когда представители мемориала тогдашнего там собрались, и они там обсуждали и говорили вот такую вещь, вот, например. Я свидетель там, еще там наши некоторые деятели были чеченские, якобы от власти, то есть агентура тоже. Они говорили, вот мы знаем, говорят, федералы, они не правы, но чеченцы тоже не правы. Понимаете, это федералы, так называемые, федерал для нас, она не федералы, а это российская преступная армия вторглась на нашу территорию, и то, что мы сопротивляемся, мы тоже не правы. Вот видите, какая у них логика такая. То есть уравнять обороняющую страну в том, что они тоже не правы. Да, может быть, в чем-то мы не правы, но это мизерно по отношению с тем, потому что приходится защищаться, и эти вещи не должны были эти представители говорить там. И таких случаев много. Они тогда сорвали переговоры, которые намечались, трехсторонние переговоры Россия, Чечения, Чеченская республика Ичкерия и Запад в Брюсселе в 2001 году. Так что здесь вот такая работа шла активно. И идет. Это понимаем, Баркал? Спасибо. Баркал, спасибо. Константин Шевченко спрашивает, что думаете про протесты в Грузии? Очень много силовиков. Боюсь, Грузию утянут в сторону Москвы. Что вы думаете, Аят? Ну, мне нет никаких сомнений в том, что здесь идет речь о том, что ныне действующая власть пытается создать для себя условия, чтобы в очередных выборах, значит, всех неугодных ему людей или кандидатов во власть всех убрать.
И это сродни то, что делает, конечно, Кремль. Это в этом они правы, и они выходят, массово идут у грузины. Надеюсь, они победят, и я полностью на их стороне. Я тоже. Мы все на их стороне. Да, Лично. Удачи Грузии. Слава да, Грузии. да. Так. Тут Шамиль, ну, это, как сказать, это даже не столько вопрос, сколько даже комментарий. Ну, тоже хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, Аят. Нужно привлекать внимание на проблемы ЧРИ мусульман США, просить их поддержки в Америке, а потом и в мире через МУС, но только через поддержку США. Что ты думаешь, нужно ли отдельно каким-то группам или, или не нужно? Нет, это несомненно, это правда. Но США, она, как правило, это делает напрямую не делает, потому что после того, как она признает, то все остальные могут все ее сторонники признать. Поэтому нам приходится через идти, как говорится, поэтапно. Понимаете? Мы были в США, в Америке, там, я говорил уже, и там это все воспринималось тогда так, как будто бы Россия скоро станет демократической страной и все такое. Там у них глобальная такая политика, и они вот потихоньку, значит, пытались этим вопросом заняться, а оказалось вот так вот. Получилось то, что получилось. На самом деле ничего, никакой там не было, мы и тогда предупреждали. Мы, конечно, за, и мы будем стараться и сейчас через эту страну, большую страну, а, попытаемся, чтобы нас признали. Но сегодня российская агентура, которая работает на Западе, они работают под разными, под правозащитниками, под религиозными или под, значит, представителями нашей власти. Они, значит, проводят разные мероприятия. Мы уже знаем с вами это, Аслан, так? Они эту работают, и нам нужно этому противодействовать. И для того, чтобы этому противодействовали, нам нужна в этом отношении солидарность всех наших граждан, всех наших людей, которые находятся на Западе. Я понимаю, что ситуация очень тяжелая, потому что нет вот дремучие, старые, скажем, 100-летние, 200-летние методы применяют против нашего народа. По родственным признакам, другим их там пытаются надавить, убить, ну, всякого, во всей России их преследуют. Мы знаем, это делается не только сейчас, не только у нас там на территории оккупированной нашей, но по всей России это идет. В этой ситуации нам трудно, но мы должны объединиться здесь, на Западе, и доказать остальному миру, что все, что против нас было придумано, это не является правдой, и по этому пути действовать, чтобы мы показать, что мы едины. А этому препятствуют вот эти вот разного рода самозванцы и разного рода люди, которые заблудшие или те, которые предали нас. Вот такая вот ситуация. Вот вы должны понимать, что именно такая ситуация есть сегодня, и оно, значит, каждый день и каждый час вокруг нас с вами. Спасибо. Я закончил. Я вот тоже Я Так. вот немножко отвлекусь от нашей вот этой темы и хотел задать тоже, очень наблюдая ситуацию, и как человек, который вот занимался производством контента, видео, там, человек, который немножко в этом начал понимать, я знаю, что если какую-то идею я хочу запустить в массы, на народ, то ну, нужно много усилий приложить для этого, много-много разных таких причем, знаете, когда вы что-то хотите произвести, например, например, если это будет правозащитная моя организация, чтобы нас собрать всех, нужно логотип придумать, устав написать, ну, много-много такой мелкой работы, которую
когда ты ее никогда не делал и ее сделаешь, видно, что это такая, ну, кустарная работа. Вот у меня так все выходило, если это не делать качественно. И вот что я хочу сказать. Все мы знаем, что вот эта религиозная тема, которой нас пытаются везде очернить, хотя это самое святое, по идее, должно было быть таким священным, святым и так далее. И в определенной степени люди устали от этой пропаганды, религиозной пропаганды, которую, кстати говоря, не только Россия и все остальные, там, в том числе Турция, помогает нам навязывать вот эту пропаганду. Но сейчас начали появляться другие деятели, и у них появляется логотип АЭД. Это такой орнамент, чеченский орнамент, и он похож на свастику, на немецкую вот, нацистскую свастику. Может, вы видели вот наши чеченские узоры, и вот он похож именно вот этот кусочек. И не просто какая-то там религиозная несогласие там, с этими религиозными разными деятелями, а просто их неприятие вообще, просто отрицание, как в добрые советские времена такой воинствующий научный атеизм, вот такие вещи начинает говорить. И у меня, может, это ошибочно, может, я пока сейчас сгущаю краски, но я вижу, что определенно набрав группу религиозных людей, которые уже начали понимать, что ими манипулируют и начали уже отделять зерна от плевел, появляется, вот, прямо раскручивается эта тема, чеченский национализм. Они нацистами себя иногда называют, и ничем не лучше это от религиозного экстремизма, потому что на Западе очень хорошо помнят, что такое национализм. А, Есть ли у вас, у президиума, вот эти наблюдения? Что вообще вы думаете по этому поводу? Возможно ли этот сценарий? Если возможен, и такие. Ну, насколько я понимаю, эта работа идет давно, она не первый день. Они нас пытались еще в 91-м, 2-м, 3-м году дробить по религиозным там течениям, Типам, по, значит, ты по рассказывал. районам, горные, плоскостные или, значит, по каким-нибудь там другим признакам пытались районным там противодействие, там бывшие коммунистические деятели, руководители, они организовывали свои эти мероприятия, но это было давно, и против нас это писали. Но в нашей Конституции четко и ясно написано, вот я сказал, наша страна – это суверенное и независимое демократическое правовое государство. Вот там все заключено. И в Мгм. этих словах, которые потом в Конституции дальше развиваются, там сказано, что каждый там гражданин нашей республики имеет равные права. Мужчина и женщина равные права. И все, не зависит от нации, от вероисповедания, какой бы там ни был он веры, и, может быть, даже и неверующие, они все равны. Так что это у нас заложено в нашей Конституции. Теперь, когда они развернули вот эту, значит, войну преступную против нас, и теперь нас хотят оболгать, это не пройдет. Этого нет у нас. Да, может быть, есть, как и везде и всюду, какие-то отпрыски, какие-то преступники, и те, которые сегодня работают на Кремль для того, чтобы изобразить нас националистами. Да, Мгм. это вопрос прямо у нас записан в Конституции. Можно поднять, посмотреть по статьям. И те, которые не хотят или не знают, да, мы можем показать, посмотрите наши статьи, посмотрите наши значит, выпуски, где все это есть, документально есть. Правда, Россия нигде об этом не пишет. Это понятно, почему. Они все это скрывают, они все это, значит, изображают иначе. Они изображают таким дело так, они говорят, вот там уступает, там вот недавно я смотрел ролик один, там уступает, вот Чечня решила выйти из Российской Федерации России.
Какой разговор ведет, и на этот разговор. Ну а как мы можем выйти из этой России, если мы туда не входили? Наша территория оккупирована Россией, как сегодня оккупированы территории Грузии и территории Украины. Об этом. Они это все, значит, переделывают, перетаскивают вперед, назад, и все мутят, и людям рассказывают. Говорят, что вот он был такой на президента, а тот был такой, этот был такой. Да, в ходе наших вот этих всех процессов сопротивления ошибки были, конечно, без этого не бывает. Но это не значит, что это были ошибки в главном вопросе. Нет, не было в главном вопросе. У нас даже прямо записано в Конституции. Все, что принято нашим руководством, кем он не был, руководители, парламента, президент, любой деятель, все, что ими принято, с кем бы то ни было, если это противоречит нашей основе, нашей государству, так, или основам государственного устройства, оно не имеет юридической силы с момента этого подписи. То есть все они обнуляются. И все, что мы вот сейчас говорим, оно есть. Вот это нам сильно помогает. Я еще тогда думал, когда принимали вот такие вот статьи, думал, зачем они нужны. А оказывается, вот президент наш тогда, Джагар Дудаев, и другие наши политики, они хорошо это предусмотрели. И сегодня мы говорим, все это не имеет никакой юридической силы, потому что вот это против нашего государства. Вот такие вещи. Поэтому у нас там заложена прекрасная конституция. Конечно, она, может быть, в будущем имеет какие-то дополнения, что-то там делать, но не более. Что бы там ни говорили, здесь есть деятели, которые говорят, что эту конституцию надо в печь забросить, что надо то сделать, это делать. Это все разговоры должны отпасть, и не должны эти вещи говорить. Это люди уже как бы прошлого. Вы здесь новшество вводить нам не надо. Мы знаем, как это было, и продолжать будем в том направлении, как и должно быть. И наша молодежь, все, которые слышат нас, должны понимать, что мы не должны поддаваться этой российской пропаганде, которая идет под лозунгами там религиозной, или общественной, или демократической, какой угодно. Есть только одно. Принятое нашим народом это декларация общенационального съезда, которая принята в соответствии с решениями законов СССР, 3 законов, апрельских законов. Об этом, кстати, Москва всегда умалчивает. Москва, СССР принял в апреле 90-го года 3 закона, в соответствии с которым все народы, все республики, входящие в Советский Союз, они теперь уравнены в правах по статусу. Было 15 союзов республик к концу 90-го года, а раньше их было 8, 5, 4, а потом в 90-м году их стало 20 автономных республик, получили статус союзов республик. В соответствии с этим и были проведены наш референдум, декларация. Это принято 25 ноября 90 года. В соответствии с этим и дальше мы действуем. Все это скрывает Москва, но куда они убегут, это же есть. И поэтому они вот это все, что есть, извращают. Говорят там так, крутят и пропагандистскую ведут работу. Да, нам нужно делать так, как говоришь ты, Аслан, развить нашу вот эту информационную. Но мы сейчас делаем только то, что мы делаем. Мы заложили полностью всю основу нашей государственности, как она создавалась, как развалился Советский Союз, как мы, значит, в ходе, значит, становления, что мы делали, какие были приняты постановления, решения, потом какие были, значит, про наши кабинеты министров, парламент, законы. Все это есть. То есть все мы, эту всю основу, у нас она есть, и от этого никто не может, ни один, даже когда-то запятую, можно сказать, нам выставить против. Мы в этом направлении действуем, и президиум правительства
в этом направлении действует и продолжает действовать. Других вопросов, те, которые отступают от этого под разными предлогами, они должны осознать это все. Другого пути нету, этот путь избран нашим народом. А говорить там, что кто-то какой-то там от себя какие разговоры ведет, эти разговоры они могут у себя вести, но для нашего народа, за наш народ говорить никто не имеет права, потому что свои решения должен отменять только наш народ, если он этого пожелает. Баркал, спасибо. Баркал, Аят. Так, ну здесь вопрос тоже риторический, я думаю, но я его задам. Давса Киев задает. Продумана ли у вас преемственность президиума Совета Ичкерии? Президиум правительства. Кто это? Кто задает вопрос? Давса Киев. Ну, Давса Киев, надо сказать, преемственность власти у нас продумана. Власти. Наша власть была избрана в 1997 году, очередная власть. А мы являемся членами этой власти, тогда, который избран. Это члены парламента, члены органов самоуправления, члены, значит, правительства, которые были обозначены последним президентом. Вот в этом направлении эти люди, а их, если всех взять, то у нас их было тогда около 4,5 до 5 тысяч человек. Правда, некоторая часть еще тогда была недоизбрана, но в любом случае с этих людей, эти люди имеют полномочия от нашего народа, и они только могут назначать, как власть, которая была избрана нашим народом в 1997 году, при наблюдении, при содействии ОБСЕ, 57 государств мира. В 1997 году такие выборы были. То есть это они подтвердили, есть документ, в котором сказано, что эта власть, значит, избрана полностью, нет никаких нарушений, есть этот документ, есть. Поэтому вот в этом правопреемственность. Мы не созданы, мы являемся членами этого правительства, этого государства. Мы как были тогда членами своего правительства, как были избраны, на этих должностях и остаемся все. Отличие от всех остальных, которые себя называют кем угодно, выйдя в Запад и обозначают себя. Мы остаемся на тех должностях, но мы из этих ветвей власти объединились и создали, значит, временный рабочий орган власти, назвав его президиумом. Вот таким образом мы являемся людьми нашей власти, пусть в усеченной форме, но мы являемся в наших, как говорится, полномочиях это вопрос решать. Никто иной не может решать. Вот ответ ему. Да, Баркал Аят. Так, друзья, напоминаю, если у вас есть комментарии, вопросы, пишите их в Telegram. Либо выступите в Telegram, либо напишите в чат в YouTube свой комментарий, который я зачитаю. Так, пока комментариев нет. Чуй? Да, пожалуйста. Хорошо. Я хотел задать вопрос Ахьяду. Я сбросил преамбулу ему на телефон. Может он мне ответить, могу ли я сбросить ответы Ахьяду Идигова туда перебросить, чтобы начали обсуждать ее, все, кто с нами работает, чтобы у них доступ был к информации. Это преамбула, сейчас скажу, условия и права деоккупации государств и оккупированных государств. Я что, плохо слышу его? Что он сказал? Могу я что сделать? Он говорит. Я сбросил преамбулу, я сбросил преамбулу тебе на телефон. Ты не читал ее? Нет, пока нет. Нет, не читал пока. Я поэтому спрашиваю, когда я могу задать Ахьяду Идигову вопросы?
туда сбросить, чтобы начали все обсуждать тему эту. Интересно она или нет. Именно вот это. Пожалуйста, я преамбулу. готов отвечать. Я готов отвечать на вопросы, которые зададут мне в эфире или по Фейсбуку или где угодно. Пожалуйста. Я готов отвечать. Что утверждать не хочешь? Может быть, вместе подумайте, и одну из программ, следующую, например, поставить ее на обсуждение, данную тему. Хорошо, я посмотрю, что там написано, потом поговорим. Хорошо. Хозяин, Иса, хозяин. Ответ слышал? Так. Я говорю, Ага, окей. Аслан Свек, Сашеду Ашалита. Да, Муса, пожалуйста, вам слово. Муса Мадгариев. Так, Аят, Да. или этот, по-русски, да? Да, по-русски. Да, по-русски говорить. Украина, в общем, о тебе думала, в общем. Говорит, что случилось, может, заболела, так далее, вопрос был. И сегодня звонила еще Диана, звонила мне. Я звонил, ты не взял трубку. Вот вопрос. Я не знаю, у меня здесь разные дела были тоже. Я же не всегда бываю на связи. Как видишь, я здоров. Почему-то они пишут, что пока что я здоров. Завтра будет? Да, конечно. В среду, да? Я что-то не услышал ваш звонок. Я должен позвонить ей. Я еще не заглядывал Я туда. записал, все нормально. Да. Царезир бо Муса, а ты он, а что я царезир чем бо аец. Все Мне нормально. надо... Да, все нормально, я скажу. Да. Позвонить где надо. Все хорошо. 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 Так. Азербайджан к нам пожаловал. Алейкум, Азербайджан. Все, друзья, ваши я приветствую. Мы вас все приветствуем. Пишите ваши комментарии. У нас сейчас идет стрим 38-й стрим на платформе открытого диалога. Вы можете задать Аяду и Дигову вопросы в прямом эфире. Уникальная возможность у вас. Не упустите. Кто задаст один вопрос, второй вопрос бесплатно. Здравствуйте. По флагу вижу, что вы Нохчи. Давно заметил, что настал... Так, это вы задавайте вопрос Аяду. Аллах, Казахстан, да, я понимаю? Вы задавайте Аяду вопросы, а не мне. А я завтра вам отвечу на ваши вопросы. Так, Ахмад Силас к нам пожаловал, да. Ну, ясно. Нет вопросов. Объясните, что за флаг. Флаг Ичкерии, флаг Чеченской Республики Ичкерия, товарищ кинолог. Это флаг Чеченской Республики Ичкерия. И за моей спиной, и за Аяда спиной. За моей еще и американские. Дался вот следующий вопрос тоже задает Аяд, раз у нас вопросов нет, по поводу вот этого белгородского сахара. Рязанский сахар 2, там есть подозрение, что был взрыв, хотя и есть еще, что меня вызвало подозрение, не сам взрыв, а что вот эти русские оппозиционеры, так называемые, которые тут вещают, они все в один голос начали говорить, что это рязанский сахар, рязанский сахар. Такое впечатление, что не это рязанский сахар, а что рязанский сахар они хотят дискредитировать. Настоящий рязанский сахар, называя все рязанским сахаром, дискредитировать. Что вы думаете, Аят, по этому поводу? Вы, наверное, слышали, что везде распространяется эта информация. Погибли люди. Слышал там другое тоже, что, оказывается, со стороны Москвы у них летела какая-то ракета или болванка, ракета, и она не долетела и попала с этой стороны. А со стороны Украины, чтобы туда попасть, оказывается, надо было украинской
ракеты залететь в сторону России и назад напасть. И То есть оттуда. так получилось, из тыла они ударили. Да, траекторию изменили. Конечно, это делает, как они делали нам, взрывали свои дома в Москве, там, в Рязани пытались, там, ну, во всех местах, вы помните, там это сколько было. Это специально дело для того, чтобы оболгать и эти ярлыки вешать на нас. Здесь они просчитались, я так думаю. Здесь они, значит, сейчас тогда не было такой возможности. Сегодня хорошая возможность, интернет и другое, все очень сильно. И это быстро вычисляется. То есть как угодно они пытаются как-то, значит, восстановить мнение народа, скажем, россиян, так сказать, чтобы они подумали, что это сделали украинцы. У украинцев нет смысла это делать. Зачем им на себя натравливать, как и Россия, натравливать общественное мнение о том, что они мирных людей убивают. И мы никогда не убивали никаких мирных людей, никогда. Просто когда там нас шли, то мы говорили, что мы на территорию противника, чтобы именно их, значит, боевые там полки или завод, ну что угодно по производству, и их ударить, только такие были. И наши люди требовали, ничего не требовали, они их называли террористами-бандитами, они говорили, мы ничего не требуем, значит, остановите войну и переговоры, мирные переговоры. Вот что требовали и начали. Об этом все как бы забывают. Забывает это и Ходорковский, и другие забывают. Об этом никто не говорит. А мы должны об этом говорить и сказать. Вот так думаю. Они хотят украинцев обвинить и себя обелить. Вот и все. Да. По какой-то странной логике, когда у Ходорковского, например, едет какой-нибудь или идет русский крепостной воевать на Кавказе, там убивает, и это получается уже исконно Ходорковского земля, только потому что там погиб крепостной. Но когда это то же самое происходит в Украине, почему-то Ходорковский теперь уже не так на это смотрит почему-то. Что-то случилось, либо санкции, либо еще какая-то причина, либо резко воспылал любовью к украинцам. Что-то случилось. Ну, они так. могут как угодно. Им верить нельзя в любом случае. Они не признают свои ошибки, а поэтому им верить нельзя. А если они признают их, то тоже надо обязательно за ними внимательно следить. Это так. Мы имеем опыт уже большой. Дариан дает Аяду Жуаплу Бохуй. Почему на гербе есть Ага. девятиконечные звезды, а на другом пятиконечные? Жуаплу Аяд. На нашем Говорит. гербе есть только пятиконечные звезды. Это принято еще в 91 году, наш герб. А все остальные это разное самопроизводство разных людей. Герб, он отдельно, флаг отдельно. Есть специальное постановление. Я его несколько раз печатал, публиковал, и многие его... Это не наш герб. Когда там не пятиконечный, считайте, что это не нашей республики, не нашего государства герб. То есть, собственно говоря, это выдает их. Все, которые этим занимаются. Это не наши. Они дилетантством этим занялись. Теперь как бы измениться им трудно, но они попались сами на это сильно. Здесь мне вот некоторые люди говорили, вот знакомые, то, что даже они обращались к каким-то людям там, кто в компьютерных делах, чтобы они взяли, изменили какой-то там задним числом, сделали, что якобы герб девятиконечный, чтобы сделали. Люди отказались им это делать. Вот чем они занимаются. Наш герб есть, он опубликован, есть специальное постановление, пятиконечные звезды. Все? Да.
Я опубликовал у себя тоже, кстати, на канале, вы можете найти Да-да. эту информацию. Это решение парламента Чеченской Республики о принятии герба, флага и Герб, гимн, флаг, да. да, атрибутов чеченского государства. И там указано пятиконечные звезды, и все подробно расписано, и это Да-да. все имеется. И, Аяд, я считаю, что, знаешь, я не считаю, что они этого не знали. Мне кажется, это делается искусственно, искажается настоящие символы государственности, потому что после этого уже можно посягать уже и на само государство, если и его символы будут искажены. И я человек, который запутался и тоже поднимал этот девятиконечные, потом еще девятиконечные звезды, потом еще они хотели там глаза убрать у волка, убирали они там разные. Ну, там много что было, экспериментировали как могли, да, это есть. К большому, я думаю, делается умышленно. Это не может человек этого не знать. Мало-мальски образованный человек понимает, что первое, что нужно разобраться, сколько звезд все-таки. Если на одном 9, а на другом 5 этих концов, этих звезд, то ты должен понять. Потому что Ну, не они бывает. могут что угодно делать, вот искажать нашу линию, так? И называть себя властью нашего государства. Поэтому, соответственно, они в начале, значит, при действующей власти и президента, и, значит, правительства, в 2007 году эти деятели заявили, что они, значит, теперь власть, а эти, мол, предатели, которые действуют, власть, президент, все. А затем через 10 лет они обвиняли в том, что они на религиозной основе, которую они еще не успели сделать, они это обвиняли их в том. А потом через 10 лет они сами заявили, что мы теперь на основе, значит, религиозной риторики, религиозной конституции якобы на этой основе. А везде по всему миру ходят, говорят, мы демократы. Вот они вот так действуют. Это они не могут, ну, они уже накрутили это дело. Я говорю, вот они хотели исправить, но они не смогли это сделать. Это не может быть, потому что не может быть и не было этого. Мгм. Вот так, да. Так, Бахкал. Друзья, Да. если есть вопросы, пишите, задавайте. Салам из Абхазии, салам Абхазия. Всех вновь вошедших приветствуем, друзья. Сегодня вы с разных концов к нам зашли. Так. Пожалуйста. Ага. Аят, у меня вопрос один назрел по поводу нашего алфавита. Да. А, Этот алфавит мне до боли напоминает турецкий алфавит. С чем связано? Кто принимал этот, какой созыв парламента его принимал? И почему он такой, если есть у нас Но ответ? алфавит принят первым парламентом, если я не ошибаюсь, в 92 году. Просто он был 92. восстановлен. Раньше у нас была латиница была, так, до кириллицы. Он был Мгм. восстановлен, и все. И, Как у нас. мгм. Ну, почему-то он мне очень на турецкий похож. Вот их латиница, и очень показалось. Ну, может быть, они тоже на латиницу похожи у них. Они могут там какие-то значки делать, там, то по... Ну, это Это просто, принималось когда в принимали, твоем? это, да, было принято, потому что у нас раньше была, значит, латиница, и хотели отказаться от кириллицы, и принять специальное решение, постановление. И даже разрабатывали, работали над этим, ученые, другие, это было. Это ничего не значит, что она турецкая или... Ну, оно же, и, можно сказать, и латинское. У нас был свой алфавит когда-то в древние времена. На Но когда грузинский. мы пойдем их... Когда мы На его грузинский найдем, похож. может Ага. быть, ну, вот есть разговоры, но это нужно Мгм. как-то обосновать, а потом говорить. Да?
Вы были председателем парламента, когда мы принимали вот этот алфавит? Нет, я тогда был зампредседателя. Окей. Так, друзья, пишите комментарии. Понятно, что хейтеры, без вас бы наш канал бы не раскручивался, вы тоже нужны. Но если кто-то есть с умом и полезный, пожалуйста, пишите комментарии. Я задам ваши вопросы Аяду Идигову, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственной легитимной власти, которая прошла огонь и воду, и вы можете задать ему вопросы, представителю нашей власти. Так. Так. Ну, нет больше комментариев. Аят, мы 1,5 часа уже в эфире. Хорошо. Можно, если Хорошо. это не активный наш сегодня чат. Мы форматировали, мы с 8 часов перешли на 7 часов. Да. То есть здесь вот такая ситуация. Они, могут быть, 8 часов смотрят, может быть, вошли, может, нет. Но, в общем, потом он стабилизируется, я думаю, все будет нормально. Ну, потихоньку, да, людям нужно привыкнуть к Да. нашему распорядку, расписанию. Да. Хорошо. Да, я сделаю это. Давайте. Закончим на этом. Спасибо всем. Баркал Адикюэль. Да, спасибо всем. Спасибо. Спасибо, Давайте. Муса, спасибо, Аят, Иса, всем, кто писал комментарии, кто отвечал, задавал вопросы. Всем вам большое спасибо. Все будет Ичкерия. Жду вас в субботу на чеченском языке. У нас будет очередной стрим на платформе открытого диалога. Приходите и задавайте вопросы. Хорошо, спасибо. Все. Адикюэль. Всем спасибо, до свидания. Адикюэль Маршваль. Адикюэль.